Это, короче, вот с ним все еще общаемся. Это вот наши КамАЗы. Раньше 152-я колонна была. Ришат Рамилевич служил в Афганистане с 1983 по 1986 год. С той войны Ришат Хакимьянов привез не только воспоминания. Он удостоен награды за боевые заслуги. Его батальон базировался рядом с Баграмским аэродромом. Буквально через дорогу располагался тот самый 345-й полк, о котором идет речь в фильме «Девятая рота». Как водитель особого батальона материального обеспечения участвовал во всех боевых операциях. Доставлял бойцам боеприпасы на вездеходе КамАЗ-4310. Боевое крещение Ришат Рамилевич прошел еще будучи на карантине в Кушке. Сейчас это территория суверенного Туркменистана. И города с таким названием уже нет. Так что Кушку можно найти разве что на старой карте СССР. В то утро на инженерно-саперных складах взорвалось 50 тонн тротила. Едва проснувшись, Ришат Рамилевич успел только выглянуть в окно, где увидел яркую вспышку. Дальше сам не понял, как очутился на полу. Его отбросило взрывной волной. Многих тогда комиссовали из-за полученных от осколков ранений. Слава богу, никто не погиб. Самое тяжелое — это когда обстрел начинается и начинают ноги дрожать. Когда начинает стрелять, когда колонна по бокам горит все полностью, и там пропускает через КП по одной машине только. В колонне 50 машин, и все, каждый пролетает между выстрелами. Потом, конечно, сначала ноги дрожат, потом интересно, потом рассказываешь, как будто байки расскажешь друг другу. Еще один участник боевых действий, воин-интернационалист Айрат Ярмухаметов, проходил срочную службу в Афганистане с 1984 по 1987 год. Перед отправкой на войну отучился на механика-водителя танка и оператора-наводчика БМП-2. После прохождения карантина приступил к службе на боевой машине пехоты под номером 203. Такими же были позывные во время выполнения операции. В составе экипажа боевой машины он участвовал в прочесывании местности, сопровождал колонны и принимал участие в армейских операциях, где были задействованы тысячи единиц боевой техники. Первое время не понимал, что происходит. Более опытные сослуживцы объясняли: кругом война, надо быть осторожным, не отходить далеко от своих. В первой в своей жизни операции он остался с таким же молодым и неопытным механиком, когда старшие с пехотинцами ушли прочесывать зеленку. Я вот до сих пор думаю, почему нам, двум молодым, ни одного сержанта не оставили. Они все ушли на него прочесывали. Мы отошли от зеленки на 250 метров и стали. И вели, как нам говорили, Невян, по рации, вести бой такой квадрат, такой квадрат. Вот сидишь, броняда, пушку ведешь бой туда. И прицелдан вижу, здесь дувал, за дувалом гражданские идут. Мы еще тогда не понимали, что эти гражданские, оказывается, были наемниками. После обстрела поступила команда выдвигаться спасать дозорную группу, которая попала в ловушку. Но по прибытии выяснилось, что спасать уже некого. Бойцы попали под обстрел. Хотя в роте Айрата Альмеевича потерь было немного, ему тоже приходилось грузить тела погибших на черный тюльпан. Такое название советские воины-афганцы дали армейскому транспортному самолету Ан-12. Однако за красивым именем скрывалась мрачная и горькая правда о предназначении этого воздушного судна. Из нашего района в афганской войне побывали больше 200 человек. Половина вернулись живыми. День ветеранов боевых действий – это повод выразить свое признание и глубокое уважение подвигу солдат и офицеров, защищавших безопасность и интересы Родины в военных конфликтах.